Крещенский сочельник. Этот праздник также называется Богоявлением, потому что Иисус Христос после крещения явил себя миру Спасителем и Сыном Господа. Согласно евангельскому рассказу, чтобы принять крещение, Иисус Христос пришел к Иоанну Крестителю, находившемуся у реки Иордан. Сегодня Бог Отец нам вещает с неба: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте, в Нем мое благоволение». Разве что-то нужно еще роду человеческому? Какая любовь, какое человеколюбие к роду человеческому проявляет божественная сила с неба. Это сила, дающая возможность нам во имя Отца и Сына и Святаго Духа, погружаясь в эту иорданскую струю, мы заново рождаемся, мы рождаемся Духом Святым. И вот то небо, которое глаголит нам в виде голубя, это Дух Святый, и дает нам возможность участвовать в этой красоте. Это красота, это образ, это подобие, это бессмертие. На праздник Крещения Господня главный храм Абхазской православной церкви был заполнен верующими. Сюда пришли постоянные прихожане Сухумского кафедрального собора Благовещения Пресвятой Богородицы и прихожане других храмов, пожелавшие праздник Богоявления встретить вместе с иереем Виссарионом. Приходили в одиночку и целыми семьями. С праздником всей жителей планеты, православных людей. Желаю здоровья, Бога, удачи, успехов. И пусть Господь всегда хранит всех людей на этой земле. Я здесь родилась, мой родной город Сухум. Лучше его нет на свете. И все праздники мы отмечали, тут помогали друг другу, церкви помогали, людям бедным. Вот это самое главное. Чин великого освящения воды совершил глава Православной церкви Абхазии. Такое же освящение иерей Виссарион провел и накануне в Крещенский сочельник. Он объяснил прихожанам, почему крещенскую воду стараются принести домой как верующие, так и невоцерковленные люди, и что нужно сделать, чтобы эта вода действительно могла исцелить тело и душу. Я желаю всему нашему абхазскому народу, начиная с президента и заканчивая солдат, которые защищают нашу Родину, и всех тех, кто сегодня в темнице, в больнице, что все научились этому дню радоваться, что действительно даже есть какие-то обидчики, или, чтобы примирились, чтобы с любовью отнеслись друг к другу. Это день, если мы сможем понять, это примирение с Богом, это соединение с Богом. А если мы с Богом соединимся и примиримся, значит, для человека это очень будет легко сделать по отношению к своему уже близкому, родному человеку. Дай Бог, чтобы научились любить друг друга. И это человеколюбие, безмерное Богом нам данное, чтобы оно распространялось на нас всех. По традиции в крещение верующие окунаются в воду, которую называют Иордань, по названию реки, в которой по преданию крестился Иисус Христос. Искупаться и набрать святой воды можно в течение 3 дней. Считается, что в эти дни вода святая во всех источниках, и даже из-под крана. Нисфа Аршба, Тимур Гогохи, Абхазское телевидение.